Добрый день, дорогие друзья! Мне сегодня хотелось бы поговорить о книгах, представленных в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики, в которых отражена в той или иной мере история Сибирского тракта. Первая, которую хотелось бы мне показать, это книга «По родному краю» 1987 года. В ней есть глава «На старом Сибирском тракте». Она, конечно, была к месту, ко времени, 87 год, вспышка интереса к местной истории, но в ней есть огромный минус. Там практически не отражена история северной ветки Сибирского тракта. Позволю себе напомнить, что по территории Удмуртии проходят две дороги в Сибирь. Это Москва-Сибирь и Петербург-Сибирь. Обе эти ветки государевой дороги соединяются в селе Дебесы. Помнится, народный поэт Удмуртии Олег Алексеевич Поскребышев был очень огорчен, когда не увидел даже упоминания в этой книге о родной для него северной ветке Сибирского тракта, неоднократно пройденной им своими ногами. Деревня, в которой он родился, также деревня Бани, находится на северной ветке Сибирского тракта. К слову, именно в стихах этого поэта личное, лирическое, родовое понимание исторического значения самой важной дороги России, по-моему. Достаточно вспомнить название его стихотворений «Деревня Бани», «Сказ о ямщикском колокольчике» и многие-многие другие. Кстати, стихи Олега Алексеевича также представлены в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики, начиная с самых первых изданий его книг. Но если брать в историческом плане, то, наверное, первая книга, о которой стоит сказать, это книга Александра Ивановича Вештомова «История ветчан». К слову, Александр Иванович в течение 10 лет преподавал в Сарапульском народном училище до своего отъезда на Вятку, где и написал свою историю ветчан в 1807-1808 годах. Рукопись эта частично печаталась в Казанском вестнике и Вятских губернских ведомостях, но впервые полностью была издана лишь спустя столетия после написания в Казани в 1907 году. Книга эта также представлена в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. Книга эта важна еще и потому, что именно Александр Иванович первым указал причину перевода главного маршрута в Сибирь с Вологодско-Верхотурского старого направления на удмуртский участок. В первую очередь это управление сибирскими и уральскими заводами. В тех же своих примечаниях к тексту он пишет: «Сей тракт, пролегая поныне по великой части Вятской губернии, есть главный из западной половины восточного российского государства тракт, состоящий под именем Большого Сибирского». Ну, практически никто из вольных или невольных путешественников в Сибирь не миновал этой дороги и удмуртских селений, расположенных на них, или на северной ветке, или на южной ветке. В первую очередь вспоминают, конечно, Александра Николаевича Радищева и его дневниковые записи, которые отражены во многих изданиях. Ну, к примеру, «Хрестоматии по истории Удмуртской Республики» 1972 года. Там все это есть. Эта книга также представлена в электронной Национальной библиотеке Удмуртской Республики. Но мне особо хотелось бы уделить внимание такому тексту, я процитирую его полностью: «Путешествие по Вятской губернии летом 1816 года Иоганна Фридриха Эрдмана». Текст этот переведен с немецкого Кузнецовым и впервые опубликован в календаре Вятской губернии на 1893 год. А в наше время он выходил вот в этом альманахе «Памятники Отечества», посвященном Удмуртской Республике, за 1995 год, номер 1 и 2. Появление двух ветвей государевой дороги, строительство этапов, внешнее оформление тракта в виде обсадки дорожных аллей деревьями, также проезд высочайших особ по этим дорогам. Все это отражено в удивительном, фундаментальном, не побоюсь этого слова, издании «Столетие Вятской губернии» 1780-1880 годы. Сборник материалов к истории Вятского края.
Двухтомник это также есть в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. Это занимательное чтение, вы не пожалеете. Ну а хозяйственное значение, экономическое значение тракта, вовлечение крестьян, когда уже состоялся переход из натуральной дорожной повинности почтового тракта относились к губернской дорожной повинности, вовлечение крестьян в торги, у их участия в ремонте, в содержании дороги, все это и много-много-много другого по каким-то зданиям, тех же самых этапов, например, или больниц, госпиталей, которые расположены вот при этих этапах для инвалидных команд, которые содержатся в населенных пунктах. Все это отражено в журналах Глазовского и Сарапульского земств. Их изрядно, их, наверное, за полвека они представлены также в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. Ну и практически история любого населенного пункта, города или села на этой огромной, длинной, большой дороге, так или иначе, любое краеведческое издание не могло обойтись без истории Сибирского тракта. Я хочу показать, ну вот книга глазовских педагогов Сафоновой, Ившиной и Лукиной «История города Глазова, 1678-1917 годы». У них даже одна глава так и называется «Развитие сухопутных путей сообщения в Глазовском уезде». Мне хотелось бы показать две книги, которые так или иначе тоже в них отражена история Сибирского тракта. Это Бориса Ивановича Русских, Кесского краеведа, она так и называется «Кесский район. Страницы биографии». Всего лишь 6 страниц главы дороги в полной мере отражают, ну кратко, конечно, кратко, но в полной мере отражают историю Сибирского тракта. И книга одного из моих любимых авторов, сюмсинца Ивана Максимовича Рябова «Сюмси. Век за веком, за годом год». Все эти книги представлены, Ивана Максимовича Рябова и не одна книга, представлены в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. Ну, если говорить о краеведческих изданиях, мне хотелось бы и свои 3 копейки вставить, показать свою книжечку «Зура. Взгляд сквозь столетия». Это история села, история прихода Зуринского, но там все дышит историей Сибирского тракта. И, конечно, невозможно обойтись без дебёс, без трудов Павла Васильевича Роготнева, известного дебёсского историка, журналиста, краеведа. 18 лет назад Павел издал дебёсскую историю Павла Николаевича Лупова, сборник документов и материалов. Павел Николаевич Лупов – фигура более чем известная в вятской истории, до революции доктор церковной истории, после революции он стал доктором исторических наук, достаточно вспомнить «Христианство у Ватиков», 2 его издания. Книги у Павла Николаевича Лупова также представлены в Национальной электронной библиотеке, а вот эта книжечка рассказывает о его дебёсском периоде жизни. Но тут особенно интересен не сам Павел Николаевич Лупов, а его брат. Павел Николаевич – представитель известной семьи Луповых. Петр был священником, а вот здесь Александр Михайлович Лупов. У него здесь впервые опубликована рукопись «Историческая справка по развитию сети важнейших грунтовых дорог в Вятском крае в 16-18 столетиях». Причем эта справка написана в 1930 году. Время такое очень тревожное для нашего краеведения, для краеведов. Мне бы хотелось показать несколько книг самого Павла Роготнева. Ну вот, я что-то одну не могу найти. Покажу. Ну, куда-то она у меня делась. Покажу книгу «Дебёсский район на стыке дорог и времен». Дебёсы, легенды, предания, события и факты. И еще у него есть детская книга «Я живу в Дебёсах», рассчитана на подростковый возраст, на детей. Книги эти также представлены в Национальной электронной библиотеке Удмуртской Республики. Но мне бы хотелось вспомнить еще о чисто
газетных и журнальных публикациях Павла Роготнева. Дело в том, что в 90-е годы особый всплеск интереса к изучению местной истории, краеведению, потому что именно это стало во многом для интеллигенции спасательным, да и не только для интеллигенции, наверное, для всего народа, спасательным кругом в эпоху крушения идеалов. И вот здесь как раз краеведение, местная история получают мощный всплеск развития. Павел начинал, конечно, гораздо раньше, еще в студенческие годы. Достаточно сказать, что его дипломная работа была посвящена Сибирскому тракту и его роли в жизни села Дебесы. А в 90-е годы Павел становится журналистом только что организованной в Дебесах газеты «Байгурейс». Это приложение культурно-просветительское к районной газете «Новый путь». Редактором «Байгурейси» стал Валерий Михайлович Нури Ахметов, а основным автором именно Павел Роготнев. Качество этих журналистских материалов, в основном краеведческих, конечно, было удивительно. Достаточно сказать, что они становились составной частью многих книг. Ну вот я показывал памятники Отечества. Здесь очерк Павла «Государева дорога». А я могу показать еще книгу Льва Роднова об истории почты, книгу, подготовленную Львом Родновым. История почты. Здесь именно вот Павел Роготнев много написал. В частности, его очерк «Станционный смотритель». Конечно, это далеко не полный перечень книг, где в той или иной мере отражена история Сибирского тракта, всего лишь небольшая часть тех, которые представлены в Национальной электронной библиотеке Удмуртской республики, и даже оттуда не все. Но я думаю, что когда-то появится, наверное, основополагающий труд хотя бы вот по истории удмуртской части Государевой дороги. Спасибо за внимание, всего доброго.